дышать. С определенной периодичностью появляется в местной газете объявление, приглашая научиться дышать по Бутейко всех желающих. Сегодня мы побеседуем с врачами. Это Лещенко Михаил Григорьевич и Мусикаева Люция Абдуловна. Врачи-фтизиатры. Наверное, не случайно эти доктора занимаются легочной патологией и первые обучились правильно дышать. Так что же такое дышать по Бутейко? Наверное, Михаил Григорьевич, вы начнете беседу. Расскажите, пожалуйста, для наших телезрителей. Дыхание по Бутейко. Этой методикой мы занимаемся здесь уже около 2 лет. Ну, вкратце о самом методе. Константин Павлович Бутейко, автор методики, живет в городе Новосибирске, в Академгородке. Методу более 30 лет. В 2 словах суть его заключается в следующем, что мы должны постоянно, контролируя свое дыхание, привести его в порядок. Но это требуется определенное время, в частности, вот мы занимаемся этим 10 дней. Поэтому за 10 дней мы должны научить человека дышать нормально. То есть тренировка требует времени и усилий, поэтому метод называется болевая ликвидация глубокого дыхания. Какая патология подлежит лечению этим методом? Лечение этой методикой, проще так сказать, какие патологии требуют обучения для последующей ликвидации этой патологии. Поэтому проще будет сказать, что существует около 150 патологий, объединенных в общее такое название болезни глубокого дыхания. К ним относятся в частности, это почти вся патология действительно неспецифическая, воспалительная органов дыхания, многие заболевания аллергической природы, практически все, многие заболевания желудочно-кишечного тракта, начиная от элементарных колитов и кончая язвенными болезнями, такое страдание, как сахарный диабет и многие другие патологии. И с гинекологической патологией, и заболевания, которыми чаще занимаются и ортопеды, то есть круг очень широк. Я еще раз повторяю, около 150 симптомов болезни глубокого дыхания. И все-таки, если говорить о этом методе, какая больше патология лечится? То есть какую из патологий больше проходит через ваши руки? В 2 словах можно сказать так. Наиболее эффективно лечится именно глубокодыхательная симптоматика. То есть люди, которые прежде всего ощущают на себе именно те явления, которые мы называем как утомляемость, одышка, снижение работоспособности и так дальше. То есть все эти общие симптомы, которые и приводят и к нарушению работоспособности, и ко многим другим явлениям, которые уже являются причиной того, что человек обращается к врачу. Люция Абдуловна, что вы можете добавить к нашему разговору? Потому что сам метод, он предполагает не только дыхание, но еще ряд других моментов вы даете своим пациентам. В процессе обучения мы не только правильному дыханию обучаем детей, но и также элементам обязательно закаливания, обязательно умеренной физической нагрузки, раздельного питания, ну и многие другие. То есть, кроме того, я учу, как можно прожить без применения медикаментозных средств. А какие успехи? Можете сейчас о чем рассказать тоже? Очень во многом зависит успех от того, как занимаются не только дети, но и родители. Я ведь занимаюсь не только с детьми, но и с родителями. Кроме оздоровления, даю теоретический материал, который они усваивают и затем должны применять в домашних условиях. У меня есть некоторые больные, ну, как бы наработанный материал, что ли, которые уже повторно приходят ко мне для консультации, для повторного прохождения курса обучения, а иногда просто даже посмотреть, как другие занимаются. Но очень хорошо поддаются, конечно, в основном у детей ночное недержание, такие заболевания, как ночное недержание мочи, бронхиальная астма, часто длительно болеющие. Дети очень хорошо поддаются лечению. Ну и некоторые другие. В основном это группа риска, которая находится у меня под наблюдением как у врача-фтизиатра. Очень большое количество детей в городе, которые относятся к группе риска. Это часто длительно болеющие.
вот они лучше всего поддаются именно этому методу лечения. И все-таки это волевой метод. Нужна воля, нужна сила и терпение. Пройдя 10 дней вашего курса, все-таки, наверное, есть потребность для того, чтобы еще раз под руководством, не просто самому заниматься, а еще раз под руководством в нашу редакцию приходят такие письма о том, есть ли в нашем городе такое общество, и где можно продолжить лечение или дальнейшие занятия под руководством. Какая ваша точка зрения? Ну, во-первых, что касается, я раз скажу. Дело в том, что после окончания этого курса, ну, во-первых, все больные знают мой телефон, знают, когда мне нужно звонить. Это одно. Потом, каждое воскресенье я сейчас провожу в городской библиотеке 12 часов контрольные занятия. Значит, те больные, которые занимались у меня, они могут прийти, они знают, многие приходят, и с детьми приходят, и сами приходят. Мы повторно проводим контрольные занятия, на которых, в общем-то, я обращаю внимание на те ошибки, которые они допускают, исправляем их, закрепляем то, что достигнуто. И, в общем-то, больным надо, они какой-то психологическую поддержку получают. А есть у нас возможность создать общество уже тех, кто прошел обучение? Достаточно такое количество уже людей? Я понял ваш вопрос. Дело в том, что здесь, даже в прошлом году, по-моему, в газете неоднократно печатали. Здесь доктора, кроме нас, Люся Думна еще есть, которая занимается этой методикой. Было опубликовано о том, что существует общество Бутейко, оно имеет якобы свой счет и так дальше. Но мы к этому обществу не имеем никакого отношения, но по следующим причинам я сейчас скажу. Дело в том, что я прекрасно знаю реакцию самого автора по отношению к этим общественным организациям. Понимаете, чтобы создать такую общественную организацию и присвоить ей имя автора, во-первых, нужно заручиться его согласием. Поэтому очень сомнительно создавать такие вот организации на местах и присваивать им имя автора. Но связь со своими больными не теряете. Ни в коем случае. У меня очень много заболеваний, которые меня беспокоят, вот, с которыми я лечусь не только у нас в Нелюбе, но и в клиниках Союза, то есть в Ленинграде наблюдаюсь там. Ну, в общем-то, поэтому я и пришла. А здесь, получается, своими собственными силами вы будете пытаться вылечивать свои заболевания? Да, попытаюсь своей волей, которой, в общем-то, у меня не настолько много, потому что я пыталась и другими путями уже избавиться от своей болезни, но не получается. Может быть, это мне поможет. Вы уже имеете какие-то результаты, позанимавшись 10 дней? Вы знаете, в общем-то, сказать, конечно, еще трудно, какие хорошие такие, если есть результаты. Но, в общем-то, какие-то есть. Сдвиги, в общем-то, так есть. Спасибо. Оксана, ты прошла обучение? Да. А почему ты здесь обучалась? Ну, у меня было... Я ночью задыхалась, вот сейчас сюда хожу. Тебе стало легче? Ты Да. научилась правильно дышать? Да. Мама, может, больше что-то расскажет? А у вас сын, да? А с вашим сыном вы пришли почему сюда? Я пришла, потому что тоже у него 2 раза был приступ. Он задыхался, бронхиальной астмой, ему поставили диагноз. Он лежал в больнице 10 дней. За эти 10 дней были приступы? В больнице он был под наблюдением врачей, там приступов не было. Нет, здесь он обучался уже 10 дней. И здесь обучался 10 дней. Вы тоже овладели этим методом? И вы будете продолжать лечение? Да, А вот сейчас, когда ребенок занимается, уже можно сказать о каких-то улучшениях? можно. Чувствуется, что ему легче стало. И он сам стремится к этому, чтобы заниматься. Спасибо, мне только хочется вам пожелать, чтобы вы действительно волевым методом овладели до конца. Воли вам и усердия. Будьте здоровы.